Тех, кто жизнь прожив, от жизни не научится уму, никакой учитель в мире не научит ничему. Абу Абдуллах Рудаки. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я познакомлю вас с поэтом, с которого нужно было начинать цикл длиннопостов о поэтах Ближнего Востока. Абу Абдуллах Джафар Рудаки. Если Эрнест Хемингуэй считал, что вся современная американская литература вышла из одной книги Марка Твена, то по аналогии основателем персидско-таджикской поэзии принято считать Абу Абдуллаха Рудаки. Творчество Рудаки было необычайно плодотворным. Он разработал едва ли не все поэтические формы того времени – касида, газель, рубаи, маснави. Конечно, и до него поэты использовали данные литературные формы, однако именно он сделал их классическими на родном языке. Именно в этом смысле Рудаки называли Адамом поэтов, такие авторы как Фирдауси и Хафиз. А Унсури говорил, что не в силах написать газель, подобно Рудаки. Другие же выдающиеся поэты Востока – Хайям, Сади, Руми, отдавая должное его творчеству, считали себя его учениками. Он был султаном поэтов, но его стихи отличались своей простотой, однако она была понятна всем. Многим казалось, что он мог бы писать лучше, но все-таки никто не может превзойти его. О ком бы ни писал Рудаки, о высоких покровителях, о самом себе, о своих героях, он всегда открывает новую грань обыкновенной человеческой личности. Поэты часто используют образы, взятые из повседневной жизни, из быта. Рудаки не приспосабливался к правилам панегирической поэзии, а подчинил ее своим законам. Рудаки не был философом, объясняющим мир, он был поэтом, чувствовавшим и мечтавшим о его совершенствовании. Гениальная поэзия Рудаки до сих пор живет в душах народов мира. Еще в начале XIX века Рамизин Самарканди писал: «Если кто-либо добьется господства в мире хорошим стихотворством, то Рудаки подобает главенство над всеми этими поэтами». Его полное имя Абу Абдуллах Джафар ибн Мухаммад. Родился в 858 году в селении Панджрут. В переводе с таджикского «пять ручьев», неподалеку от знаменитого городища Панджакент. Рудак означает ручеек, отсюда и псевдоним поэта Рудаки, то есть из Панджруда, иными словами, рожденный в Панджруде. Это было краткое сведение об Абу Абдуллах Рудаки. Дорогие друзья, под этим видео мы оставим некоторые стихотворения великого поэта. Прочитайте и сделайте собственные выводы и поделитесь ими в комментариях. Если наш видеоролик вам понравился, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Всего доброго, до свидания.